Здравствуйте, друзья! Мы сейчас находимся в Гамбурге, Германии, где проходит митинг в поддержку ингушского народа. Местные ингуши, и не только, решили провести митинг в поддержку Ингушетии, соблюдения их конституционных прав. Давайте сейчас подойдем к кому-нибудь из присутствующих и спросим, почему они сегодня сюда пришли, что ими движет. Дубль 125. Все я. Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? Салам алейкум, всем доброго дня. Пришли мы сегодня, собрались здесь, потому что последние события в Ингушетии показывают точно, что свобода мнения, свобода на слово, свобода, вообще любой вид свободы ограничивается. Это видно по последним задержаниям представителей оппозиции, обыски, шьют уголовные дела. Мы просто показываем наше недовольство этим. Также подписываемся под требования оппозиции. Эти требования всем известны. Тут собрались представители не только ингушей, которые проживают в Германии, но также и из соседних стран, будь это Бельгия или Австрия. Хотелось бы отметить следующий факт, что мы являемся в этой стране гостями, иностранцами. Тем не менее, будучи не граждане этой страны, мы можем без проблем выйти, высказать свое мнение. Нас слушают, нас никто не притесняет, у нас нет никаких последствий, мы не боимся, что будут какие-то последствия для нас или наших семей. И сам факт того, что, будучи иностранцем в другой стране, мы имеем больше прав, чем в родной стране, это уже стоит задумываться, что вообще происходит у нас. Я думаю, что обязательностью каждого ингуша является высказать хотя бы свое мнение теми методами, которые у него доступны. Если он проживает не в республике, он может сегодня обратиться через интернет или хотя бы где-то что-то написать. Да? На этом как бы с моей стороны. Но я замечу от себя, что вот вы сказали оппозиция. Я думаю, что оппозиция не может быть, весь народ не может быть в оппозиции. Это, наверное, все-таки мнение всего народа сегодня. Так сложилась ситуация уникальная, что весь народ является оппозицией. Вот. Скажите, почему вы сегодня сюда пришли? Салам алейкум. Я сегодня пришел сюда, чтобы выразить свой протест против репрессивных действий главы республики Ингушетия, против народа Ингушетии, протест против предательского соглашения по передаче ингушских земель. Считаю, что требование отставки главы правительства и требование возможности прямых выборов главы руководителя региона являются обоснованными и на данный момент крайне необходимыми. А вот у вас в руках вот огромный транспарант. Что на нем написано, можете сказать? Если честно, я не посмотрел, что там написано, но я поддерживаю. Сейчас Все, что бы там ни было. Сейчас мы узнаем, что здесь написано. В руках мы видим очень много транспарантов на немецком языке, также на русском языке. Также мы видим здесь вот этих маленьких активистов, у которых плакаты с именами активистов ингушских, которые задержаны сейчас и находятся в следственном ИВС города Нальчика. Также вот мы видим имена тех, кто находится в спецприемнике. Вот Чемурзиев Барах, например, вместе с Ахмедом Барахоевым и Мусой Мальсаговым. Для тех, кто не знает, это лидеры протеста, которые были осуждены, арестованы на 10 суток. Дади Калашан, скажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? Сегодня мы проводим акцию в поддержку граждан нашей республики. Всем известно, что республика лишается своей государственности. Происходит это и по прямой указке Москвы. Поэтому мы обращаемся в первую очередь к руководству Российской Федерации, к членам Совета Федерации, к депутатам Госдумы. На основании чего законы, которые были приняты более четверти века назад, я имею в виду закон о реабилитации репрессированных народов, выполняются не в полной мере. А новопринятые законы, которые принимаются по большому счету незаконно, то есть они не имеют никакой основы, поскольку люди лишены права своего голоса. Людей лишают просто возможности даже высказать свое мнение, лишив права выступить на референдуме. На основании чего, как это происходит? Один закон не исполняется, мнение народа не учитывается. Поэтому мы сегодня вышли с такой акцией, чтобы поддержать наших земляков. Мы также протестуем против незаконного задержания некоторых членов
митинга против пыток, которые используют по отношению к тем, кто задержан находится в городе Нальчике. Ни одно государство, которое проводит подобные действия, не может называть себя правовым, а тем более демократическим. Мы высказываем свое мнение, и у нас очень большая поддержка. Приехали земляки с юга Германии, с Бельгии, с Дании. Мы ожидаем группу из Голландии. Я надеюсь, что наш голос будет услышан. Давайте подойдем тем, кто постарше. Дядя Калашан, скажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? Держите микрофон. Бисмилля, вассалату вассаляму аля расулилля. В первую очередь хотел бы поблагодарить Всевышнего Аллаха, затем хочу поблагодарить всех братьев и сестер, которые вышли сегодня ради своей республики Ингушетии, которые сегодня оскорблены, и старшие, и младшие, и посаженные в тюрьмах на незаконном основании. Мы требуем освободить всех наших братьев, которые были задержаны на незаконном основании. И также требуем оставить нашу республику в покое и соблюдать тот закон, который вы нам говорите, живите на этом законе. И также хотел бы обратиться ко всем братьям и сестрам, также поддержать во всем мире наших братьев и наша целостность, нашей Ингушетии. И просим у Аллаха, чтобы Аллах освободил наших братьев из взрослых и терпения им. И дай Аллах, чтобы мы спокойно вернулись в свою родину. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Больше есть слова. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Азаска адладас. Я хочу обратиться к господину Путину по поводу геноцида ингушского народа и ущемления прав малых народов на Северном Кавказе. Когда закончится этот беспредел и бардак? Мы всю жизнь, уже несколько столетий страдаем этим геноцидом. И мы хотим, чтобы была восторжествована справедливость на Северном Кавказе. Почему нас, ингушей, постоянно показывают только с плохой стороны? Почему нас не показывают с хорошей стороны? Наши подвиги, наших дедов, отцов, которые во время Великой Отечественной войны, кто держал Брестскую крепость до последнего офицера и солдата, ингуши и чеченцы были. И также много таких примеров. У меня большая просьба Владимиру Владимировичу, чтобы он взял под личный контроль и навел порядок в Ингушетии. Ведя туда войска, порядка не будет. Надо договариваться мирно, надо считаться мнением людей. И я хочу, чтобы вы это взяли под личный контроль и решили этот вопрос мирно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Шамиль. Хотели сказать? Скажите причину вашего присутствия сегодня здесь. Что для вас это важно? صحابي وزا سيقام دوغلوز جا سقام بولج بول بال تغنا تخوك ب اوز دالي تغنا تخ كولتور تخ عادت تخ مخ تخ لاه تخ ريفرندوم دايخ كرتجا موستر ب سارك از دعم يقال تخ داخي تال سايدي خردي ديغر تقيتي غلغ قمو شندادور ده قمو دادور ده قما دادور ده حمدسا دين متجات حق طبعا سيفكور درازه طبعا سيفكور قلنا بوش ناخ والله داره طبعا يفكروا تشرد واس 30 تعوق ازم يقام 100 لت 200 لت 300 لت تعيدين لات ملات شان داردش ده شان مينوس جاي اولجي شان دوست داشت حمدس طبعا واش حليو بيباتيشا بوخ طبعا زبرخوي احمد اسمه وجو قونخ والله طبعا 100 لت تخيس الله سيدوت سنة أحمدك أدرس ده بقول إذا تو يايوج از قلدوك تو دعيا قرأ شين هم قاج وارق الله سيدوت سنة ويقامن وعوز قامن داوز مخ دا يونس بكوات مخ دا قام ده تغنى أحمد وياخج دوج ده هم أحمد تحد قام حنا أزنيش نيار تعوه الشيء قام تاع دوغلوج و
هار سيك ولي خو حفدي وخوتك أحس أوا أبيش نقيم كل ده مس إيش دوليني شيء ملوج أتوسن شيء حتى إتسا اشتراف توخي وات توخي تشولي أجرس توخي ده هنا شيء مال إيش دوليني حتى إتسا واج سج أحمد سنقولنا اليوم الله سيدو صار جو كمان إيش الموضوع نخبر بقول تنخبط تناخ بوج بال تخوج والله هدير تصدق ودنيا تاع دوك ميقتات سجود هنا شيء ملوج ده حمد برخ أندوه على دقة مصدوج حمد أنت زي قاعد تسجون يا أخي شند بقى نخبيق جواز دقر الله برد صعب هو الله وعايش ديزر داش لولدوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Давайте сейчас спросим мнение у женщин, которые здесь сегодня присутствуют. Вот мы видим у них тоже на плакатах имена активистов. Скажите, почему вы сегодня сюда пришли? Мне хотелось бы сказать, Ингушетия капля в море. Так почему ее так сильно дергают? Наши активисты сказали о нашей боли. Так почему? За что их сажать? Ни 1% нас никто не услышал. Вместо того, чтобы послать туда следственный отдел, они послали туда Росгвардию. Проверяют, сажают. Что ты с нами делаешь? Дорогой ты наш. Дорогой, недорогой. Дал калитки. Вот что вас сегодня больше всего волнует ситуация в Ингушетии? Вот из всего, что там происходит, что на ваш взгляд самое тревожное? Тревожно то, что они сажают невинных людей, наших активистов, наших уважаемых людей. С нами они будут до конца наших дней, мы их будем уважать и любить. Диал Рясхалсу, конечно, поддерживаю. Зивкуры, вишорт давян даваларич, олх дурсу. Дал щитсу, тахн галга дел деждо, догди дал дел долцин, возндел. А вы хотите сказать, почему вы сегодня здесь находитесь? Я нахожусь здесь сегодня, потому что я дочь ингушского народа. Я сегодня здесь, потому что я болею за свой народ. Я очень обеспокоена положением в Ингушетии. Я очень переживаю за всех людей, которых репрессивными методами, буквально методами диктатуры посадили сегодня в тюрьму только за то, что они вышли на правомерный, санкционированный митинг, где они выражали волю народа, где они поддерживали народ. Наши старейшины, Барахоев Ахмед, Ужахов Малсак, Погоров Ахмед, Мальсагов Муса, дорогие наши организаторы и дорогие наши старейшины, мы помним о вас, мы знаем все, что происходит в нашей республике, мы поддерживаем вас, и мы будем делать все, что от нас зависит, ради того, чтобы справедливость восторжествовала. Мы сегодня вышли здесь на митинг для того, чтобы сказать всему миру, что Ингушетия сегодня находится в очень плачевном состоянии, что права граждан Ингушетии никогда не соблюдались со времен оккупации Северного Кавказа России, и с тех пор мы подвергаемся постоянному угнетению. Мне хотелось бы, чтобы президент Путин, российский президент Путин, обратил внимание, чтобы наши права были восстановлены. У нас отнимают земли, нас ликвидируют, нас пытаются ликвидировать вообще. Как высказался Жириновский, Северный Кавказ, который состоит из многих республик, из многих уникальных национальностей, хотят превратить в 2 губернии. И при этом, если хоть другие национальности, другие народы в полном составе будут входить в одну или в другую губернию, то Ингушетию хотят расчленить на 2 куска, это точно. Мы с этим не согласны. Нельзя ликвидировать целую республику в угоду каким-то царькам. Мы не хотим. Мы хотим быть единым народом, мы хотим иметь свои границы, мы хотим иметь нормального руководителя республики, которого мы выберем сами. Нам не нужны губернаторы, которых присылает Россия, наш колонизатор. Скажите, пожалуйста, вот у вас имя, вы знаете, кто это? Я не знаю этого парня. Я знаю, что это сын моего народа. Я болею за него, как за каждого из тех, чьи фамилии мы здесь написали. За каждого, кто
будет еще страдать за каждого, кто борется в Ингушетии. Мы, к сожалению, не можем сегодня присутствовать ни на митингах дома, ни поддержать вас. Но я надеюсь, мы будем молиться за нашу республику, мы будем материально поддерживать, как можем. И мы будем, как говорил наш старейшина Барахоев Ахмед, пытаться в правовом поле не доводить до войны по нашей вине. И видит Бог, видит Аллах, если начнется война, это будет не вина ингушей, это будет геноцид, который уже продолжается 400 лет. Спасибо за внимание. Какой? Кто хотел? Тут нам подсказывают, что кто-то хотел. Вы хотели, да? Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? И что для вас является важным в том, что сегодня происходит в Ингушетии? Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Сумамат Вабохтаняхан и Даху Эрсиметрия Дусудас. Мы собрались здесь, в городе Гамбурге, чтобы поддержать нашу маленькую республику. Я лично, как и другие, мы очень переживаем за нашу республику. И мы надеемся, что эта тирания придет к концу. И мы здесь сделали надпись на немецком «Stopp den systematischen Genozid in Ingushetien». Это означает, что мы против систематичного геноцида в Ингушетии. Мы хотим... выражается, на ваш взгляд, геноцид Ингушетии? Ну, я считаю, что на сегодняшний день наша молодежь их похищает, их просто похищает, и неизвестно, куда их арестовывают. И, как вы считаете, допустим, насколько важно сегодня в республике, насколько важны прямые выборы главы? Насколько важны они для Ингушетии? Очень важны, потому что я считаю, что народ должен выбирать в конце концов своего президента, а не по-другому. Мнение народа очень важно. Это мое мнение. Это факт. А вот что написано у вас на транспаранте, который вы держите в руках? Я его, правда говоря, еще не прочитал. Я его целиком не читал. Хорошо, ладно, мы спросим об этом у других. Да. И на немецком я тоже переведу один раз. Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns gerade hier in Hamburg und wie man sieht, haben wir uns hier gerade versammelt. Wir wollen unser Volk unterstützen, Ingushetien, das liegt in der Föderation Russland. Und wir sind voll dabei, unser Volk zu unterstützen und wir sind mit der Entscheidung von Yevkurov gar nicht zufrieden und finden das überhaupt nicht legitim, was er durchführt. Also sein Verhalten ist inakzeptabel und wir fordern von Yevkurov, dass er zurücktritt. Genau. Und was auch noch ist, dass der systematische Genozid soll auf jeden Fall beendet werden und das ist sehr, sehr, sehr relevant für uns und denn das kann nicht so weitergehen. Es kann nicht sein, dass tagtäglich junge Menschen entführt werden und keiner was unternimmt. Also es ist einfach die Staatspolitik, die draußen herrscht, aber man sollte unbedingt was darunter unternehmen. Wenn nicht heute, wenn nicht morgen, dann jederzeit. Also ich bin immer dabei und wie man sieht, sind ganz viele Leute dabei und wollen unser kleines Volk unterstützen. Also ich bin sehr froh, dass wir hier gerade sind und ja, wir sind komplett dagegen. Also das ist überhaupt nicht legitim, was da abgeht und das ist meine Meinung. Das ist einfach meine Meinung dazu und ich kann es nicht verstehen und ja, es kann nicht so weitergehen. Also da muss was geändert werden, auf jeden Fall. Ja, das ist meine Meinung. Все. Можно, скажите, пожалуйста, как давно вы живете в Германии? Я живу с 2001 года. То есть вы практически здесь выросли? Да, я здесь, у меня образование здесь, тут тоже, и это, ну все, работа, учеба, все здесь. Тем не менее, ваша душа там в Ингушетии? Конечно, я болею, я чисто, у меня сердце болит даже. Вот я переживаю, с каждым днем я переживаю за нашу республику, как и другие войны наши здесь. Поэтому я считаю, нельзя тихо сидеть, сложа руки и просто наблюдать. Я считаю, надо действовать. Данки. Я вот тут вижу Ибрагима Альянова, представителя Бельгии,
который, тем не менее, приехал поддержать этот митинг в Гамбург. Ибрагим, расскажи, почему ты сегодня сюда приехал? Я просто приехал поддержать вот этих людей, которые от чистого сердца вышли поддержать свой народ. И в связи с тем, что вчера, который мы провели митинг у нас в Брюсселе, у нас была резолюция. Я хотел своими глазами убедиться, сколько людей, что они просят, какие их требования. Увидеть это, так как я с понедельника начинаю работать с Европейской комиссией, Совет Европы, Европарламента, обращение, чтобы отдать. И надо стучаться во все кабинеты, чтобы спасти нашу молодежь. Потому что сегодня эта машина запущена там, вот этих войск, это вот войск, чтобы убить нашу молодежь. Так как Евкур уже садился и же говорил, 5-10 тысяч я убью, остальные мои рабы будут. Но я вот думаю, ингуши никогда не будут рабы у Евкурова, а ингуши сделают рабом Евкурова. Вот для этого я сюда приехал, и я чисто Баркал Ибрагим. Вот я вижу здесь транспарант. Скажите, пожалуйста, что у вас написано на вашем транспаранте? Конечно, первое у нас требование, чтобы освободили наших людей. Все имена тут написаны, начиная от Ахмеда Барахоева, кончая Вахой Барахоева. И невозможно сегодня выразить ту боль, которая охватывает нас всех. То, что творится у нас в республике, это беспредел. И хотелось бы обратиться к нашему руководству, что это их бездарная политика, которая вела сегодня войска в такую маленькую крохотную республику, как Ингушетия. Что еще сказать? Скажите, вот самое тревожное, на ваш взгляд, из всего, что происходит в Ингушетии, там вот задержание активистов, невнимание, полное игнорирование мнения народа, глава не уходит в отставку. Ну вот самое главное, на ваш взгляд, что самое тревожное сегодня происходит в Ингушетии? На мой взгляд, на взгляд многих людей, руководство сегодня начало войну против своей республики, против своего народа. Вот это самое страшное, которое сегодня происходит у нас в нашей республике. И, конечно, мы требуем, чтобы всех наших соплеменников освободили. Баркал. Из тюрем, не знаю, Баркал. Приемников. Диаларясхал. Так, давайте спросим. Вот здесь вот тоже у нас есть активисты, маленькие женщины. Давайте спросим у них, почему они сегодня сюда пришли. Дядя Кошин, скажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли и что за фамилия у вас в руках? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Сначала отвечу на ваш первый вопрос. Я сегодня пришла сюда поддержать моих родственников, проживающих в Ингушетии. Я сегодня пришла сюда ради своих детей. Я хочу, чтобы у моих детей была своя республика, чтобы она была процветающая, успешная и богатая, чтобы она не была в таком состоянии, в котором находится сейчас. Каждый ингуш, проживающий в любой точке мира, мечтает вернуться в Ингушетию. Даже после смерти ингушей везут в Ингушетию, чтобы похоронить на ингушских землях. Но правительство Ингушетии под руководством Евкурова сейчас делает все, чтобы даже это словосочетание «ингушская земля» перестало существовать. Я думаю, что если сейчас это не остановить, будет так, что даже за этот кусок земли, чтобы похоронить своего родственника, люди будут выстаивать очередь у какого-нибудь чиновника, иноземца, давать ему взятки, чтобы просто его похоронить, нашего родного, близкого человека. Потому что все идет к этому. Еще... Я просто хотела задать вопрос. Да? Скажите, а вот вы планируете когда-либо вернуться в республику? Каждый ингуш, я думаю, планирует вернуться в республику. Все мечтают об этом. Я говорила уже, даже после смерти люди мечтают, пишут завещание, чтобы вернуться в Ингушетию. И мы тоже об этом мечтаем. У меня 5 детей ингуши, и мы тоже мечтаем жить в Ингушетии. Еще, что можно добавить? Мы тут стоим и... самое главное из... Вообще я русская. Самое главное из ингушских традиций
которых я знаю, это уважение к старшим. И я считаю, что это самая важная ингушская традиция. Но сейчас произошло просто умопомрачительное. Старца почетного за то, что он говорил правду, Ахмеда Барахоева арестовали, посадили в тюрьму и отдали на растерзание чужакам. Я не знаю, как такое возможно в Ингушетии, и как это происходит, и почему люди никак не могут это остановить. Это просто немыслимо. Самая важная традиция нарушается сегодня. Спасибо вам за то, что говорите такие прекрасные слова и считаете себя ингушкой, будучи русской. Спасибо. Скажите, пожалуйста, нет? Почему вы сегодня сюда пришли? Я пришел сюда, чтобы проявить солидарность со своим народом в эти трудные часы, минуты, дни, для того, чтобы сохранить, чтобы я сейчас волнуюсь, ингушскую государственность, чтобы наша конституция, все параграфы были соблюдены, и чтобы мои дети могли вернуться на свою родину, да, где я родился, где я вырос, чтобы они знали, что у них есть родина, куда можно вернуться. Я немножко волнуюсь. Мы все волнуемся, так что это нормально. Как мы видим, очень многие люди говорят о том, что у них тревоги о том, что может быть ликвидирована ингушская государственность. Это то, что нам досталось трудом. Это то, что наши отцы с трудом для нас завоевали, и мы должны это сохранить. А вот тут выступающий говорит о чем-то. Сейчас мы подойдем, послушаем. mal ashbizla dal tid etil busub sag Allah yaqman yaqi dog dog daachan sowali nakhbali yefkuru gaq dawal akh qamun haytwiz shkhawj dawal hadela paymur do da'wa ali tqam mashdut hayna khosh twiz jo boya patcha khorj gwa qam di huna dal buqu yaner ughlat di huna har sagi di huna shi haqdar isqam Allah yaqman haqdis khon khaysil du qaq di zdihan da'wa ali da'wa سحونيخي باوش بوش بوشاك الدرس لقنوج الله هو أمن ظلم خدوج دول كلك ملياز داتشنه دا لما أشبز لا ظلمي كلك دي هون شانية شان تحدي هون كلك ملياز داتشن يازدول دي هون دا ما يقم ماش دوتو دا والله برت صعبوب لقنوج الله فهمر برت دا فهمر أمة برت دا صعبوب صلى الله عليه وسلم لقنوج الله دا لغمار تقيرش ويقم لوردش ويحق لوردش بوسو بنياخ تقيل لوردش دال قيرج والجول دوشمار سؤالج وله تحقج الخياقة دال شيراز ولج ويقم مارش دولج ويشهرج ويبرو ويديدي هند عبيح كابوك جول متجج مارش يولج بوسو بنا غلغا يقم تك داخج دولج الله هو ودنيا تحقج الخياقة تشيراز ولج شيقيري دوغل دال برت صعبول بو تخنا سيجش حق ملوانشن ويريجش دنيا دي شي قمن دوغلز آل ملوانشن لقنوج الله اجدك بول بيقم بوب دال يسمز بيقم بوب شان لقنوج الله شان نوقلي ياتشن دال نوقلي يويل صار واخر دال دوخ دول ديان دال برتع بول بوي اخيتمي الله شيخ اخيتم محمود واحد دال ظلم لور دول شو جري دال برتع بول بوي وي باقي نغ وي الله يكون اخي دال شي سي دوتشن دال ايش مدوتشن دوخ مدوخ جري والله هي سقم واحد تخل شان تقيا شابوش بول بال ثاني دي دوك دواتر إيلواتر ونغ مواتز غلغا مواتز قاتش إمدلا سق مواتز دي دال بوسبني حرمتش دال وين دندولج دول دين دي حرمتش الله دنتي حج آغ دندولج وقمن بقولوري سيلور دي دال داشق دواخل دي دال شي إيش مدوتش دال ماشل دوتش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рясхал. А вот тут вот мы видим транспарант с именем Барахоева Ахмеда. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с Ахмедом и почему вообще у вас этот транспарант и насколько вы поддерживаете этого человека? Я его поддерживаю, потому что поддерживает его весь ингушский народ.
И нас очень сильно возмущает то, что его сегодня посадили, хотя могли его оштрафовать. Это чисто показательный вот метод, который оказывает вот давление на весь ингушский народ, потому что он лидер. Сегодня он как лидер ингушского народа. Поэтому мы бы попросили, чтобы его отпустили, потому что он все-таки старый человек, пожилой. И у нас не было этой практики, который начал вот это методы использовать Евкуров. У нас такой практики не было. Это вот диктаторские методы, чтобы вот таким образом запугать оставшееся население, чтобы они не высказывали свое мнение и несогласие. Потому что несогласие, которое сегодня в народе, это по тому соглашению, которое было подписано между двумя главами без согласования с народом. Это неуважение, и вообще такой практики не должно быть. И считаю, что всех, которые сегодня вот посадили, их должны отпустить, потому что это политзаключенные. Это чистый показательный метод, чтобы запугать оставшихся, чтобы люди не требовали соблюдения своих прав. Вот. И я хотела обратить внимание... Я сначала объясню. Я хотела обратить внимание на тот факт, что я не понимаю, почему молчат правозащитники, филиалы, которые находятся в Москве. Я не понимаю, почему Ганушкина не поехала в Ингушетию и ее не заинтересовала вот эта ситуация, что вот старого человека посадили. Он объявил голодовку, и почему Ганушкина не поехала в Ингушетию и не поговорила с Ахмедом Барахоевым, не узнала его мнение и вообще... Почему такое молчание? Я вот этого не понимаю. Почему правозащитники сегодня сконцентрировались на проблеме там? Я понимаю, что есть в Чечне проблемы, но почему замалчивается все время ситуация в Ингушетии? Те же правонарушения, они существуют в Ингушетии. Эти методы надо просто останавливать. Мы не можем соглашаться с этими методами, потому что все начинается с малой диктатуры. Вот. Я хотела бы попросить Евкурова, чтобы он освободил Барахоева Ахмеда, потому что он все-таки старый человек, и вот это вот, оно неуважение к нашим старейшинам. Нас это очень сильно возмущает. Так, давайте, может быть, пройдем туда, в массы. Вот давайте спросим еще одну женщину. Очень важно мнение для меня, как для женщин, очень важно мнение других женщин, потому что они не остались в стороне, несмотря на то, что чаще всего женщины у нас занимаются домашними делами, и все-таки пришли высказать свою гражданскую позицию. Скажите, пожалуйста, почему вы сегодня сюда пришли? Почему сегодня пришла? Потому что это мой край, моя Ингушетия. И мне очень больно сегодня видеть все это, что там творится. У меня 4 детей. Я пришла сегодня поддержать вот тех парней, которые сидят. Вот Ахмеда Барахоева, которого они держат в заточении. Пусть они освободят наших людей, пусть они освободят наш Деймох. Хватит уже, натерпелись мы уже всего, потому что уже терпение уже лопнуло у людей. Сколько можно издеваться над ингушами? Сколько можно уже? Поэтому я считаю, что долг каждого ингуша выйти и сказать свое слово. А насколько важно для вас сегодня сохранение закона о референдуме? Настолько важно, как и наша жизнь, потому что это и есть референдум, это наш народ, который должен высказать свое слово, что они имеют право на это, на референдум имеют, на свои земли имеют, на свою республику имеют. И каждый человек должен выбирать сам президента своей республики, чтобы он болел за нас, как и мы болеем за свою республику. Масняк Алорсон, Сатош Халыш Бокол, Халхаева Интехтар, Масняны Схалтахан. Но Аллаху войдут тахча, ждал мукла. Для тех, кто только что присоединился, я расскажу, что это митинг в поддержку прав ингушского народа. Митинг проходит в Гамбурге, в немецком Гамбурге. Расскажу предысторию этого. В сентябре 2018 года между главами двух республик Кадыровым и Евкуровым было втайне от народа подписано соглашение о передаче части территории Сунжского района Чечне. Это ингушские земли. То, как это происходило,
вызвало большое возмущение в ингушском народе. Ряд причин, по которым ингуши возмущались этому, но одна из причин то, каким образом, то есть обманывая народ, это происходило в тайне. Вторая причина это то, что ингуши всегда были ущемлены территориально. То есть наши западные границы тоже были отодвинуты. После депортации ингушского народа Сталин отдал часть территории, не часть, пригородный район Осетии, часть города Владикавказа. И они до сих пор не возвращены ингушам, несмотря на то, что был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Этот закон не соблюдается. И вот теперь в 2018 году произошла вот такая ситуация с Ужинским районом. После этого в Ингушетии прошел многотысячный митинг 2 недели. И ингуши требовали вернуть им земли. Закончился митинг соглашением. Ой, секундочку, плакат, транспарант упал. Закончился этот митинг тем, что Конституционный суд Республики Ингушетия вынес решение, по которым соглашение между Евкуровым и Кадыровым признавалось незаконным. После этого Евкуров подал иск повторный в Конституционный суд России. Хотя, по мнению экспертов, он не должен был этого делать. То есть иск не имел права суд не имел права принимать этот иск. И после этого рассмотрение этого дела произошло в кратчайшие сроки, и Конституционный суд Российской Федерации признал соглашение между Кадыровым и Евкуровым законом. Ингушетия с тех пор находится в состоянии перманентного протеста. И вот в марте 2019 года парламент Республики Ингушетия по инициативе главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова принимает в первом чтении законопроект о поправке Конституции, в котором говорится об упразднении референдума. После того, как народ начинает возмущаться, исполняющий обязанности заместитель председателя Сукиев парламента говорит о том, что из этого законопроекта выпал абзац. Естественно, ингушей не устраивает это оправдание, потому что ингуши помнят, как в октябре глава республики заявлял людям, что никакой передачи земли нет, что все спокойно, и тем не менее произошла передача 34 тысяч гектаров ингушской земли. После этого 26 марта была подана заявка на проведение митинга на 26 марта. Заявка была подана на проведение митинга в Магасе, но правительство не одобрило. И одобрила только в Назране. В результате того, что народ и активисты настаивали на том, что митинг прошел в Магасе, он все-таки прошел в Магасе, это было очень важно. И 26 марта ингуши собрались на митинг, на котором, по разным данным, было от 10 до 35 тысяч человек. Само население Ингушетии около 500 тысяч человек. И, как вы понимаете, это довольно внушительная сумма для такой маленькой республики и такого маленького населения. После этого митинг был объявлен бессрочным, и ночью была попытка штурма, в результате которого 3 раза были отбиты бойцы Росгвардии. Вот. Там была такая ситуация, когда сотрудники ингушского ППС встали между протестующими и бойцами Росгвардии, прикомандированными, и не допустили кровопролития. И отказались разгонять толпу мирных людей. В результате чего целый полк был расквартирован. Сегодня после этого прошли обыски и аресты активистов, практически всех. И как вы видите, вот эти вот фамилии, это фамилии активистов, часть из которых сидит в спецприемнике города Нальчика. Им дали по 10 суток административного ареста, а другая часть задержана и сидит в ИВС города Нальчика. Судя по всему, ребятам шьют уголовное дело. Это 318 статья Уголовного кодекса «Сопротивление сотрудникам полиции». Все эти люди требуют освобождения активистов, реабилитации закона о репрессированных народов, сохранения закона о референдуме. Вот такие вот у них требования. И отмена соглашения. И главное требование у всех – это отставка Евкурова. Несмотря на то, что весь народ просит, умоляет, требует главу республики Юнусбека Евкурова оставить свой пост и уйти, Юнусбек не реагирует на волю народа. Вот
вкратце вот такая вот история того, что происходит в Ингушетии. Сейчас, после того, как 26 марта прошел митинг в Ингушетии, ингуши с Европы высказывают свою поддержку. И вчера был митинг в Бельгии и Финляндии, сегодня митинг в Германии. Судя по всему, в ближайшие дни будут митинги в других европейских странах. Вот, давайте сейчас подойдем к кому-нибудь из активистов и спросим его мнение о происходящем в Ингушетии. Давайте спросим тех, кто постарше, потому что у молодежи мы спрашивали. Тадик Халашин, скажите, пожалуйста, почему вы сегодня здесь находитесь и ваше мнение о ситуации в Ингушетии? Я у вас спрашиваю, не у него. Вы извините, вы видите, читаете все это. Ну, я по-немецки Не понимаете? Нет. Мы против власти, те, которые издеваются над народом ингушей. Против них мы выступаем. Против наших таких называемых депутатов, которые издеваются над народом. Принимают такие законы, которые люди не могут жить нормально. И так она маленькая, и раздают землю направо, налево. Просто жить невозможно там, по-человечески. Поэтому мы сегодня здесь находимся. Баркал, кто еще хочет сказать? Вы скажите. Я лучше вас, что ли, скажу. Мы сегодня собрались, чтобы высказать свое мнение против Евкурова, который не избирался народом, да, и делает все против своего народа. И прежде чем решить границу с Чечней, ему надо было в первую очередь решить вопрос Северной Осетии, пригородный район. Вот тогда бы он был бы настоящий ингушский мужчина. Вот это мои слова и мое мнение. Баркал, Галарясха. А человек, который тоже пришел поддержать ингушей? Угу. Так. Сейчас ждем, пока подойдет человек, который, судя по всему, прочитает резолюцию митинга. Здесь лучше, чем в Карцах. Резолюция будет? Я не знаю, кто у них ведущий. Кто ведущий? А кто ведущий мероприятия? Вы? Нет? То есть... То есть вы не знаете, кто ведущий мероприятия, да? Просто мероприятие организованное ингушской диаспорой. Понятно. Хабизм был еще. Ладно, давайте скажите, почему вы один из организаторов этого мероприятия, я так понимаю, да? Почему вы это сделали? Салам алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бусул вежери ежери мехкой. Таган $2 баханды хона вен масана дутсдиш должды. Аллах шидо вен мох лорби вен мох дихан масташ бухт бейта. Вен тайен таган халоди хона юхто анди хона ардиан дотхо иншаллах. تأخذ ير قد يحدث سديج ده دقني ديتات ير خوجة ده لوات إلش ده هنا تأغرش ده هنا وبوصل بجرش ده هنا وحلق بيان ليل كيش ناقة ديخر درس بقى بحلق بيان لا شرق جترش على دوخري مستغرش يجول جو تهان ده هنا تان ده هنا وري أن تعمليلش چوغ دیون لدو خوش خالج پرووکاتین پدات مدیلش تخدیخر دش وقتان و نت زدی هنا دش تاقوال متابشان ان شاء الله تدا الله تشق دول دیز وی ان شاء الله دی هنا مواستق چوا دی هنا زوري ان دایلشات و وین حلق بیال نختان تقتغنش بیز گرامت نی یحیولوژی شیفولیل دخور نخ به اخیتجه تو اوزر مالدر دی هنا اشتیشا دشوان تانت احلاتج دشوان إن شاء الله دهونا يهم دهون последний раз دهون أردين داشون حنشل تها تخدين مالدوش خانق أمن دها الله دها دلات دور دشون إشت أل درس دهونا تأكل خد دهونا يفكروك دهونا تألش ددواش دهون أل درس تغن عدي هنا تحق زكونا دواتش تحق كنستوتا دواتش
حلف عندي هنا административно болло вади هنا эмудо болло ватер дион указания дион уголовный делаж возбудить адяхдо камалди هنا إن شاء الله دي هنا بد إتو ستي وهو يرسقوره دي هنا تقلاتر عادل خلش نو إز عادل خد ده المقلع إز عداد وجده حمد دي هنا حوجر عادل وجوف دي خد أنخيت خون мы надеемся на то, что судья должен камел, под уголовной статьей дуаш камел де анхитыш датхо нахад административный как минимум как уголовные дела возбудить здесь ан, адя должен камел. Так Ахмад га вей барахой Ахмад вок кегшнах га дихона дихр датха дихона шей дихона голодок соци حطون ويش خلر حسنا دي هون وش كيش ناقة دي هون شيء دي هون здоровье лори ويبول دقبة إن شاء الله это только начало إن شاء الله دي هون вперед только вперед الله رياض خلشان السلام عليكم ورحمة الله Барка Халтон. Так, давайте пройдем дальше. Так. Вот, как мы видим, люди интересуются тем, что здесь происходит, читают. Вот тут молодежь тоже. Давайте спросим у них. Молодые люди, скажите, почему вы сегодня сюда пришли? Вы говорите по-русски? Да. По-ингушски говорите? По-немецки? Скажи по-немецки. Кто говорит? На каком языке говорите? Okay, ich bin gekommen fürs Ehre und Blut, weil ich meine Heimat supporten möchte. Так, у детей, вот у женщин уже плачут дети, и, наверное, лучше их отпустить домой. Радует, что да. Всего доброго, Дялряс Холшан, хорошо, что вы пришли и поддержали. Мы тоже сейчас уже поедем. Дялряс Хол. Вот с малышами, видите, вот такими малюсенькими сегодня сюда пришли, чтобы выразить свою поддержку. Вы настоящие патриоты Ингушетии, спасибо вам за это. Так, я думаю, что мы на время отключим трансляцию. А, да, вот тут кто хочет выступить. سير دبرت درازة بدل حجمور دا وجو في وقت دي أنا ناخد أخير بج ناخد دوازو نجدج ناخ هلك بيجي بقشوات ويسك درس تغن يقام خلق أتاج خنا وقام بديش كيش خنا يمخ تعوج دشوا يمخ دي هنا تعسوج دشوا شيء منين ويسكز حندت أشهاد سنة دي هنا قال نم دي هنا يحمد عديزة شو تأحد وقاموا دي هنا شيء ماستر يلدو هم حن يلدوش يتزاخن يبروتي وخنا تحن متي ويسكز تمتك بتشينيسون حال تعم حال يداي علي نت علي قمت اتديو شو توقت بين واتسون دي هنا طبعا وغلق قمن أحمد بريمير لاتشش دي هنا شام يصل أخشي من أوج بيزنس باج دي هنا يعيش دي هنا وأنا شو هادي هنا دوش برينات بيزنس باج متشوز دي هنا شيء ملوجة شيء خلو تلاتة شيء قمص دالي ديتي دات علي غلق دشو نوخشي دشو هيلي دشو سيلي دشو شو غلق أما يقداش خد دي هنا شيء منين ويسكس دي دزواش تغن يفكروا دي هنا دالجاش دوتو سلطة هنا حاجة شيء حاجة تسجد دي هنا أخش دعدة قاد دي هنا إس خلو بالت إبين خنا دي هنا موسك بعيسك موريز تغنا دستيتنا دي هنا أوليا تنتر دي هنا سجا لزر حتى قاد تنتغ أخش دعدة حتى سجوز داش ده أوليا مواستخ وإز دي هنا ويقمن مواستخ وإزت أخ سنة يقيرج داخ شو يدي هنا سحموت حقش دش شو سنة يفتشنا حاش منين حاش يقمص ده علي ديتي دات علي مردش نق دي هنا ناخذ دي هنا بالا جديد ناخذ ظلم جديد عقيت دي هنا حق دي ناخذ شو دي هنا أقوز نداش يستخوش أقوز وشون شيء وما هو سك فرد دواتر شيء ما تحنا خندي تابشون وش حال ديز ناخذ دي هنا قالهم إقتصاديك ناخذ دي مواصل خليل دش عشان زبركش وتر بنزين سيئت شو دي هنا حم تليل دي قدر دي هنا ناخذ شيء أم مواصل مداق شيء منين حال الله برتع بوبي بركة خالد يا راسخة Где написано? Вот здесь? Где? Я тоже не На знаю. каком? Найдите мне человека, который знает. На эту большую.
Мы говорим нет? Скажите, пожалуйста, вы знаете, что написано вот на этом транспаранте большом? Там написано, что мы против, чтобы Ингушетию лишали суверенитета. Мы против, чтобы Ингушетию лишали целостности. Мы против, чтобы Ингушетию разделяли на несколько кусков и раздаривали и любимым, и нелюбимым соседям. Нам не жалко было, что земля отошла Чечне. Аллах этому свидетель. Просто, если ингуши вышли на митинг по поводу этих земель, мы знали те, кто старшие, кто вышел вперед, возглавляя свой народ, что с этого начинались большие проблемы для Ингушетии. Мы понимали, эти старейшины понимали, что Ингушетию хотят расчленить на части. И также теперь сегодня уже, когда пытались наши парламентарии продвинуть закон, лишающий нас права голосовать, лишающий нас права проводить референдумы, вслед за этим идет большие потери понесет Ингушетия. И эта земля не столь большая проблема для ингушского народа. Поэтому нет расчленения Ингушетии. Мы хотим суверенитета, мы хотим быть маленьким, но государством. Пусть в России, но со своими границами, со своим самим нами избранным президентом. Дай нам Аллах. Баркал, я думаю, что на этой ноте я пока закончу трансляцию. Мы подключимся чуть позже. Следите за нами в соцсетях. Подписывайтесь на наши ресурсы в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе. Фортанга.орг. До встречи.